Представители партии «Единая Россия» проверили общеобразовательные учреждения Сунжинского района и Джейраха. В поле зрения все необходимые для особенных людей условия передвижения. Метраж дверных проемов, специальные спуски, подъемники, пандусы. Подробнее обо всем Ферида Миржоева. Сделать улицы и транспорт доступнее для людей, чьи возможности ограничены. Об этом в последнее время говорится много и делается тоже немало. Доступность среды в школах нашей республики проверяют сегодня единороссы. Главные в этом эксперименте – люди в колясках. Те, кто не понаслышке знают, каково это – покорять пандусы, специальные спуски и подъемники. Мы обошли большую часть школ республики. Это отдаленные школы, мы брали до сих пор. Доступность, она где-то на середине. Не сказать, что на высшем уровне, но ведется работа, и доступность, можно сказать, что она решаема и решается по мере возможности. Радует то, что старые школы делают доступность и переделывают для людей с ограниченными возможностями. Проверяют абсолютно все. Есть ли в школах пандусы, снижены ли пороги, расширены ли дверные проемы, доступны ли детям в инвалидной коляске раздевалка, столовая и даже спортзал. Первую проверку прошла 5-я школа. Члены партии отметили, что здесь сделано все для удобства детей. Следующая остановка – 10-я Назрановская школа. С трудом оказавшись во дворе, людей в колясках ждет еще один сюрприз. Специальных въездов у лицевого входа нет. Чтобы войти в школу, нужно идти в обход. И даже если пандус здесь все же оборудован, внутри ребенка с ограниченными возможностями снова встречает высокий порог. Далее проверяющие направляются в кабинет инклюзивного обучения. Здесь в первую очередь обращают внимание на специальные парты, к которым без труда можно подъехать на инвалидном кресле. Мониторинг обеспечения доступной среды в школах организован в рамках реализации партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». Безбарьерная среда – новое начало для более комфортного обучения детей в обычных школах. Эти недостатки мы сейчас записали, вы там присутствовали, эти недостатки мы проверим, когда все школы, поставим сроки и проверим обратно, устранено или нет. Это все делается, эти наши братья и сестры в любом случае. И мы делаем все возможное, чтобы для них они не чувствовали себя как-то ушибленными. Впрочем, и всех этих мер, по мнению единороссов, недостаточно. Чтобы инвалиды могли жить полноценной жизнью, понадобится время и кропотливая работа, начинающаяся еще в школе. Главная задача сейчас – в разы увеличить число школ, где дети-инвалиды смогут учиться вместе с обычными детьми. Ферида Миржоева, Магомед Дидигов, Новости 24.